Россия и Китай расширяют двустороннее межвузовское сотрудничество. На днях в Харбинском политехническом университете открылось представительство Северо-Восточного федерального университета. Чуть ранее университет установил партнерские отношения с ведущим вузом Китая Хэхэйским университетом. Какие проекты намерены развивать вузы Китая и Якутии и какие успехи уже есть во взаимном сотрудничестве? Об этом сегодня мы узнаем у гостя студии, директора Института Востока СФУ Нюргуна Максимова. Нюргун, добрый день. Здравствуйте. Для начала межвузовское сотрудничество между Россией и Китаем последние 2 года регулировалось более чем 1000 соглашений. Сейчас это количество удвоилось. О чем это говорит нам? Безусловно, это говорит о повышении взаимного интереса друг к другу у наших стран. Ну, пример приведу простой. Вот главы наших государств договорились к 2020 году довести общее количество обменов до 100 тысяч человек. Если сейчас, например, в России обучается порядка 26 тысяч китайцев, а в Китае обучается порядка 18 тысяч российских студентов, то получается к 2020 году действительно надо провести большую работу, чтобы выполнить эту задачу, поставленную руководителями 2 стран. А сколько соглашений между вузами Китая и Якутии существует на сегодняшний день? На сегодняшний день мы сотрудничаем порядка более чем с 20 китайскими университетами. Сотрудничество в основном осуществляется по таким направлениям, как обменные программы. Это когда наши студенты едут учиться в Китай, китайские студенты приезжают учиться к нам, совместные научные исследования, совместные культурные мероприятия и так далее. Сколько студентов учатся по обменным программам именно СВФУ и с китайскими университетами и среднепрофессиональными образованиями? Да, вот тут хотелось бы в сравнении тоже дать. Буквально, если посмотреть 10 лет назад, если в нашем университете количество иностранных студентов можно было посчитать, может, скажем так, на пальцах, да, это были десятки студентов, то сейчас количество студентов действительно увеличилось. И в основном это студенты из северо-восточных регионов Китая, города такие как Харбин, например, Чанчунь. И в основном это ребята, которые приезжают к нам по линии, скажем так, изучения русского языка, по программе двойных дипломов. Это, например, когда студенты обучаются 2 года в нашем университете и 2 года в вузе-партнере. Так же, как и китайские студенты 2 года обучаются у нас, потом 2 года обучаются у себя. А какие специальности чаще всего выбирают студенты для обмена опытом? В основном, конечно, интересом и спросом пользуются такие направления, как я уже только что сказал, это русский язык как иностранный, это направление более гуманитарного профиля. Очень много китайских студентов выбирают в нашем вузе такие направления, как экономика, менеджмент. И буквально последние годы большим спросом стало пользоваться именно арктическое направление. А интересно, для чего китайским студентам нужен русский язык? Неужели они в будущем хотят переехать к нам? Интересный момент. На самом деле, если посмотреть опять же историю, то современная китайская система высшего образования во многом была построена по советской модели. И если в советское время интерес был очень большой, и со временем он немножко погас, то сейчас мы с коллегами наблюдаем, скажем так, ренессанс, возрождение интереса к российскому образованию. Это очень видно на примере наших северных вузов, которые находятся, скажем так, рядом с границей с Россией. И действительно интерес возрождается. Мы видим это на примере школ. В школах города Харбина, например, в школы города Харбина возвращается русский язык. И эти же школьники, изучив русский язык, с большим интересом едут дальше учиться в Россию. Отрадно. В Харбине 8 июля открылось представительство СВФУ. В принципе, СВФУ и до этого сотрудничала с китайскими, в частности, с Харбинским университетом. Для чего возникла необходимость открытия именно нашего представительства там? Действительно, открытию представительства предваряла очень такая долгая, кропотливая работа. На самом деле это тренд, скажем так, это тренд сейчас в деле сотрудничества между Россией и Китаем. Многие российские вузы уже открыли свои представительства на территории России. Мы, конечно, не стали исключением. Для чего открыли мы представительство? Во-первых, это, конечно же, для расширения набора, опять же, китайских студентов в наш университет, потому что одна из наших задач, как федерального университета в деле развития международных связей, это, конечно, увеличение числа иностранных студентов. А как тоже я вначале упомянул, в России наибольшее число иностранных студентов прибывает именно из Китая. Другой ролью, задачей нашего представительства будет, это, знаете, такая некая
координирующая, а во многом даже и инициирующая роль в деле проведения совместных научных исследований, проведения совместных мероприятий, например, культурных мероприятий. Сейчас очень популярное направление сотрудничества с китайскими вузами у нас это проведение совместных культурных студенческих фестивалей, когда наши студенты едут туда и как бы выступают с различными, допустим, номерами концертными, показывают свою самобытную культуру. В Китае это тоже пользуется большим интересом и спросом. И китайские студенты также в рамках этих обменов приезжают к нам и как бы тоже участвуют в наших мероприятиях. Тогда давайте приведем пару примеров соглашений успешного сотрудничества. Да, проектов у нас действительно много успешных. Вот я хотел бы подробнее остановиться на, скажем так, одном направлении, которое называется совместные образовательные программы. С Хэйлунцзянским Восточным университетом в городе Харбине, например, у нас действует программа так называемого двойного диплома. Вот. Буквально с прошлого года эта программа у нас была запущена. На сегодняшний день на этой программе обучается уже 40 китайских студентов. Они у себя учатся первые 2 года, потом приезжают к нам обучаться дальше, и по итогам они получат 2 диплома. Вот. Другим интересным проектом может быть именно вот сотрудничество в сфере совместных исследований. И вот сейчас арктическое направление стало действительно очень популярным в китайском направлении. В прошлом году, буквально в сентябре, мы провели большой форум Ассоциации технических университетов России и Китая у нас в Якутске. Вот, более 30 представителей 30 китайских вузов и также российских вузов приехали к нам в Якутск для проведения и обсуждения совместных каких-то научных изысканий. И конкретно наши ученые поговорили по 3 направлениям. Это экология, это строительство в условиях вечной мерзлоты, получается, и как бы транспортная инфраструктура, получается. Вот это вот очень хороший, успешный проект, мы считаем. Буквально в августе мы ждем хорошую делегацию из Китая. Они приедут к нам и поедут вместе с профессорой нашего университета на наши, скажем так, полигоны, которые есть у нас на севере. Это и для проведения совместных полевых исследований. А по вот этим 3 направлениям, которые обсуждали, уже есть какие-то конкретные пути решения? Да, у нас очень хороший пример. Вот в августе буквально приедет делегация из Харбинского политехнического университета. У нас есть договоренность, что в августе мы вместе с ними поедем в экспедицию и рассмотрим возможность создания совместной лаборатории. Чтобы они увидели все своими глазами? Конечно, да. Это будут климатические исследования. Это все также в контексте арктических исследований у нас будет. А в конце июля мы ждем делегацию из Хэхайского университета. Вот мы буквально недавно с ректором нашего университета Анатолием Николаевым приехали из командировки, были в Хэхайском университете. У коллег тоже очень большой интерес. Это вуз номер 1 в Китае по гидрологии, по изучению водных ресурсов, и у них действительно большой интерес к нашей реке Лена. Вот. И взаимный интерес, я еще раз повторюсь, да, что вот и китайским коллегам у нас. И буквально в конце июля мы проведем совместный семинар научный в стенах нашего университета. Вот. И с коллегами посмотрим вот, реально, что есть у нас, какие точки соприкосновения. С китайскими вузами активно сотрудничают и другие российские вузы. Как налажено сотрудничество с региональными вузами страны? Да. Ну, поскольку регион Дальнего Востока географически находится ближе к Китаю, и, безусловно, это как бы диктует определенную повестку для сотрудничества, могу привести тоже в пример Дальневосточный федеральный университет. Это вуз-рекордсмен по количеству китайских студентов в России. Насколько мне известно, там обучается порядка 2 или 3 тысяч китайских студентов. Такими же активными темпами развивается сотрудничество у Тихоокеанского госуниверситета. Мы все, безусловно, сотрудничаем. В рамках, вот я сегодня упомянул, что мы в Ассоциации технических университетов России и Китая состоим, и в прошлом году форум провели этой ассоциации. Вот на площадке данной ассоциации данные вузы как раз-таки активно взаимодействуют с Китаем, находят общие точки соприкосновения. Есть еще другая ассоциация вузов, тоже очень активно развивает свое сотрудничество, называется Ассоциация вузов Дальнего Востока Российской Федерации и ассоциация, то есть и вузов северо-восточных регионов Китая. Вот. В рамках этой ассоциации мы тоже активно работаем. Ежегодно проводятся встречи ректоров. Тогда в каких сферах видите экономический эффект от межвузовского сотрудничества наших 2 стран? Я бы сказал, знаете, как эффект синергетического характера. То есть, когда приезжает, например, к нам в регион большое количество тех же китайских студентов, безусловно, это
очень хороший экономический эффект имеет и для нашего университета, потому что в основе своей это студенты коммерческие, которые платят за свое обучение, платят за проживание в общежитиях. Безусловно, они совершают траты у себя здесь, получается, пока живут. Вот. Потом, значит, другое направление, да, если говорить об эффекте, это, наверное, результаты от совместных научных изысканий, потому что вот с теми коллегами, которых мы ждем в августе, у нас уже в планах стоит подача заявки на совместные гранты, получается, для проведения научных исследований, создания совместных лабораторий. Вот. Это тоже, я бы сказал, очень хороший эффект будет иметь для нашего университета. Вот. Ну и, безусловно, когда вот мы активно взаимодействуем с нашими китайскими партнерами, создается некая такая инфраструктура взаимоотношений, некая такая экосистема сотрудничества России и Китая, когда сюда приезжает много коллег наших из Китая, наши активно туда выезжают для проведения совместных каких-то мероприятий, переговоров. Все это имеет эффект такой, знаете, который оказывает влияние на другие смежные области. Например, благодаря тому, что мы активно начали сотрудничать с нашими китайскими вузами, это возымело некий такой эффект в туристическом плане. Наши коллеги стали интересоваться туризмом в Якутии. И буквально с прошлого года к нам стали приезжать, обращаться в наш университет наши китайские друзья, коллеги с различного рода запросами, и туризм стал там преобладать, я бы сказал. Тогда что можете посоветовать и ваши советы студентам, и в частности их родителям, перед тем, как студенту ехать по обмену, либо получать образование в Китае? Буквально в начале этого месяца мы в стенах нашего университета открыли специализированный центр. Он называется «Региональный центр российско-китайского сотрудничества в области науки, образования и культуры». Центр был открыт при поддержке Генерального консульства, и это такой центр, знаете, его задача оказывать максимальное содействие в деле установления контактов, деловых связей с китайскими партнерами. И одним из направлений этого центра является оказывание консультирования и содействия поступающим в китайские вузы. Вот. И если говорить о совете, то можно обращаться в любое время к нам, и мы окажем полное содействие и консультацию по обучению в Китае. Нюргун, спасибо за это интервью и удачи в вашем нелегком, но очень интересном деле. А я напомню, что гостем студии сегодня был директор Института Востока СФУ Нюргун Максимов. И обсудили мы тему межвузовского сотрудничества Якутии и Китая. Это было актуальное интервью. Не переключайтесь.